Девочки, у нас жизнь кипит. Тут мясо свежатина жарится. Просто перекусить, знаете. Девочки. Наисвежайших корзин. Ма, прям конкретно, это да, Прям конкретно, да. Девочки, мясо очень хорошее. Блюдо повара. Исхан, тут... Ну, Исхан, смело, смело. Давай, Исхан. Вот туда, иди к ней говядину, кусок, обязательно, Анжел. Анжел, ладошек. Что кладу? Хар вырезать, его надо заморозить положить, чтобы оно было на отбивную потом хорошо резать. Их, да, вырезать и ишь, да, ишь, да. Ну, нож, я сказала бы, тупой. Меча уж, да. Исхан, точить делаешь, как песня шепотинская. Жаль, что в доме не наточили ножи. Давайте, наточите ножи хорошо. Жир обязательно. Так. Не, хорошее мясо. Я вообще сегодня наисвежайшее купили. Вкусное, девочки. Это как шинер был. Это кто такой шинер? Не обязательно. Всем доброго времени суток. Дедика Хелма, серия. Ассаламу алейкум. Всем. Софичка, иди поздоровайся. Что ты прячешься? Ты что, стесняешься? Скажи, людечки, всем привет. Дедик Хелал. Людечки, всем привет, дедик Хелал. Только свет танца здесь нормально, Аллах, удешь ты что, мокшай? Удешь ты что, мокшай? Мокшай. Людечки, как вы знаете, что завтра наша школа Балдуэла. Мы купили очень много чупа-чупсов. Приходите и берите чупа-чупсы. Угу. Все приходи. Людечки, как вы знаете, она говорит, у нас завтра Машечка Балдуэла, мы купили много чупа-чупсов, приходите и берите чупа-чупсы. Вау, друзья, машалла, посмотрите, как красиво. Сегодня какое число? Напомни мне, пожалуйста. 20 апреля, да? Сегодня 20 апреля, девочки, знаете, у нас всегда бывает такой вопрос непонятный, да, с сомнением в один день. То ли у нас может быть завтра праздник, то ли послезавтра. Ну, смотреть-то вы будете это видео 21-го уже будет понятно. Вот, в общем, сегодня... Там, Энджел. Там пятница, да? Не хочется, Софичка. Мы с тобой договаривались, когда я говорю, ты молчишь. Я заканчиваю говорить, или ты руку тянешь, тогда я говорю, хорошо, сейчас Софичка скажет. А перебивать это вообще я не люблю очень сильно эти моменты. Что я хотела сказать? Я же говорю. И вот сегодня вечером, когда мы будем открывать ураза, Мулла сообщит, главный наш, завтра праздник или еще один день уразы. Либо в пятницу праздник, сегодня у нас четверг, либо у нас в пятницу будет праздник, либо в субботу. Я вот вчера была в Хасаверте, на Оптовом, там говорят они, что, это соседняя республика, Дагестан, тоже мусульмане, там они говорят, что в субботу. Некоторые говорят, что в пятницу, то есть завтра. Мы сегодня подготовку сделаем, конечно. Мы вчера уже ночью перекрутили фарш,
нужно фарш отделить, что на котлеты, что на... Анжела, чужижик хаец, есть, кстати, Анжел, на пальчике. Потому что оно же должно еще оттаять. Мама, сейчас мне салаты готовить. Не, салаты в самую последнюю очередь. Мы все сварим, приготовим, А хорошо? что мы будем готовить в первую очередь? Сейчас я окорочка, это хорошо замариную, пускай они чем дольше постоят, тем вкуснее. Я там купила паприку копченую, такое там кетчуп, все, перец, соль для курицы. Да, я скажу, Софиш. Но вот этот вопрос всегда спорный. У нас скоро сирень расцветет, девочки, посмотрите. Тюльпанчики расцвели. Мой Глен, как желтый, очень быстро вырос. Только не срывай, не срывай. Эй, Я вижу. Не трогай цветочек, ему ж больно. Срывать не нужно, ладно? поливать надо. То у нас дожди каждый день шли. А где самый маленький цветочек, мам? Где маленький цветочек? Ну, цага, Софишка. А что там понизу? Блин, белые цветы уже нету. Сад, уже отцвели сады. А сейчас будет... А я вот, знаете, друзья, я когда сюда приехала первый раз в жизни своей, да, это было 26 апреля где-то, да, а 30 апреля у нас была свадьба. У супруга день рождения, была свадьба. Вот такой период был, вовсю цвели сады. Это было в 98 году. Вот так вот. Как красиво, смотрите, девочки. Когда птички поют, и говорить не хочется. Хочется просто это тихо слушать. Ой, дело. Ha кролик меча. А я мне лицом? Нет, ну зачем эту кабалишу давать? А? Зачем такую кабалишу давать? Сейчас нужно мне это самое, в первую очередь, окорочка поставить куриные. Я в ленте купила такие хорошие, знаете, прям свежие, без льда вот этого замороженного. Вот, и нужно сейчас это самое, что нужно? Нужно замочить хорошо приправы, все это, пускай настаивается. Чем дольше постоять, тем вкуснее будет. Мне сегодня надо еще посылки собрать. У меня, в общем, этот самый... Все до кучи собирается, вот полностью, чтобы посвятить себя чему-то, да, вот нет. Там надо, там то надо, это надо, отвечать людям, надо это все. Но я не жалуюсь. Альхамдулилла. Хорошо, что все так. Как красиво, друзья, посмотрите. Птички поют, да? А кого ты будешь серию зайчиков или кролик? Кролики это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма диетического мяса. У нас и здесь еще тюльпанчики, видите, расцвели. Расцвел по-весеннему наш белый сад. Красота красотушечная. А здесь все посадили. Укроп, петрушка и так далее. Щавель. Здесь малина же у нас была. Это место тоже нужно дополить это, но это уже потом, правда? Перед праздниками вообще не успевали ничего делать.
Обычно тут уже все красили, все. Но в этом году холодно. Вчера было даже холодно, вот так вот. Вот первый день такой прям у нас прям насыщенный, теплый. Ну, уже после праздника уже. Тут где подкрасить, где подбелить. Смотрите, он травку рвет кролику, видите? Травку несет своему кролику. В общем, вчера набрала я мясо, друзья, на 9400 у меня вышло. В Аргуне я взяла мясо. Сюда к нам приехали утром, мы ехали в Хасавюрт, заехали сюда на рынок, что-то разобрали мясо уже так, ну, мне не по душе было. Мы тогда что сделали? Мы поехали в Аргун, там я купила торт, мясо, вот, и у нас был палас, нужно было в Аргуне забрать, ну, этот цех, где стирают ковры, паласы. Мы, когда отвозили его, эти ребята сказали, не можем ничего сказать, потому что очень много. Посмотрите, что у нас творится. Я как зашла туда, мне показалось, со всей Чечни все отправили разом туда. Ну, перед праздниками, понятно, все. Ну, хорошо, у нас только один был. Раньше мы сами всегда стирали, все эти года. Сейчас убрали там мойку. Нету. Ну, там-то профессиональная стирка, там прям свои вот эти вот под аппаратом прям прокручивает, капитально намыливает, прям специальные средства вот эти вот. Там привезли палас, он прям как новый, пахнет такой, знаете, как новый, вот реально, как купили новый, вот такой вот у него был вид, есть. Но мы его не постелили, почему? Потому что готовка будет там все равно, то салаты, малаты. Вот, и когда уже приготовим, тогда постелим, простернем шторки, обязательно постираю с этими, знаете, с капсулами, и обязательно потом ополаскиватель АБЦ, все это Турция, все это идеально, запах вообще обалденный стоит, это все мы сделаем, вот, такие вот дела, друзья. Поэтому, ну, будем показывать. Сейчас я карачка в первую очередь замочу, потом тефтелями будет заниматься бабушка, сказала. Она у нас мастер по тефтелям. Я фарш отделю ей, дам ее фарш, а свой добавлю туда куриного мяса еще для котлет. Куриного мяса, там хлебушка, лучка побольше, чесночка, перца. Отобью фарш хорошо. И это самое... Даже можно пережарить котлеты. Замочу окорочка, это все. Анжела будет делать отбивные. Ну что будут? Отбивные будут у нас, я имею в виду из мясного. Отбивные, котлеты, тефтели, окорочка запеченные. Ну, в смысле, окорочка. Ну, манты будут. Вот. С подливой. Из салата, 3-4 салата будет. Ну, вот так вот. Вот такие вот дела. Как красиво, как хорошо, птички поют. А утром мы же не спали, где-то 4:30 было уже, когда я закончила. Фарш весь прокрутили, по пакетам мы еще. Много вышло, представьте, с дури набрать сколько. Очень много мяса. Потом посмотрела, там чашка огромнейшая фарша. Еще куриного я брала фарша, да, я же показывала. Это ужас, очень много. И поэтому по пакетам я распределила его, тонко выровняла пакетики, в морозильник положили, а то, что нужно, оставила в чашке. Ну, вот так вот. Соки, сладости. Хватит, с головой хватит. С головой. Итак, девочки, доброго времени суток всем. Вот у нас идет подготовка плотно. Софишка хочет показать вам фокус. А ну-ка, давайте. Фокус-мокус. Подойди сюда поближе. Ничего себе. Кокос, да? А сок выпила ты уже? Кокосовый? Нет. Баунти, да? Нет. Как шоколадка Баунти, да? Райское наслаждение. А ободок, мечай. Ободок одевай обязательно. Ободок. Ладно? Ободок, конец. Кокос, цекла, это то, что у него... А, яхка, ну, браукел. Где он еще будет? Молоток.
Тефтельки суп варится. На вечер просто кушать. А как кокос есть? Так, это Анжелика на отбивные готовит мясо. Мне вот вкусно. Кстати, а Ром чодик что, лаваш сделать? Да, ведь на улице таких костер сделать лаваш. О, Pont jobbkol gaz ezmegy. ну да, на этом. Elég Сгадан же, поняла? Тефтели бабушка сделала. Вот, сейчас это относим в морозильник. С картошкой, подливу будет. Такие вот тефтели. Сейчас Анжела тут это отбивные, а у меня еще кусок мяса нужно поставить на салат, на этот там, Тбилиси, на салат. Хорошо, что лук нашла. Представляете, нигде не могла найти лук. Вообще нигде нету. Даже у Седы халар, у Седы. Масом халар, чунга даже. Чунга базар. Вот такой лук красный на салат. И то крупного не было, но пойдет мелкий. А забыла купить яблочный уксус. Ну, думаю, простой пойдет. Ага, ты что? Так, Хара тоже лист салата купила. Вот. Один пучок 150 рублей стоит. Вот так вот. Вообще перед праздниками, на праздники, то есть добавляют они. Но все равно он нужен без салата. Вот. Лук, это так, укроп, петрушка. Петрушка 100 рублей пучок. По 100 рублей пучок укроп, это все сделали. Наоборот, даже меньше сделают. Сейчас я это отнесу туда, в новый дом. Там у нас прохладно. Пускай, потому что, я не знаю, говорят некоторые, может быть, в субботу будет у нас праздник. Кто говорит, в пятницу. Ну, неизвестно еще. Сегодня вечером будет известно только. Пока что только, да. Если честно, я бы хотела, чтобы чтобы в субботу было. Побольше свободного времени еще было. То столько делов собралось вообще. А вот это салат тоже надо мне это самое. Грудинка. С грудинкой и красная фасоль, белая фасоль. Потом майонез, чеснок и этот сыр. Сыром потереть. Вкусный салат бывает тоже. Ладно, сейчас я это все отнесу. Тот дом на прохладно. Наоборот, вкусно. О, халачу нам. И кокос есть будет. Подаял, дик цахул кокос. Едчен кокос был. На весь базар. Так, наханца, это. Я пошла. Мам, может, хочешь, наверное, режу? Ничего не хочу, иди сама кушай. Вишхан, хотела чуть зелень варил, ну, щерса, новая цена, что доктор, да? Мол, бы сейчас пока тюк, я? Видишь, ты левее, что хотят? Так, девочки, все, окорочка у меня готова. Пускай до вечера теперь стоят. Здесь у меня паприка. Для курицы золотистая приправа. Вот, потом паприка копченая. Здесь присутствовала. Перец чесночный был у меня. Здесь для куриных окорочков. Майонез, чесночок. Бабушка тут режет сразу на месте, все происходит. Чеснок я добавила. Это у нас мороженый был чеснок, но он хороший, свежий, с огорода. В общем, все это я здесь заделала сейчас. Сейчас я буду заниматься котлетами. То есть фарш на котлеты доготовлю. Мне нужно сюда лук добавить, хлеб, соль, чеснок. Сколько у нас чеснок без он? Ага. А это Анжела вот отбивные делает сейчас. Забыли кефир купить. Поехала же, да? Ладно, так. Анжела, и фасоль, хочешь, дай, ага. В холодильник фасоль бери, это на салат.
Девочки, я бегаю, ничего не успеваю я сегодня. Ничего совершенно. Отправили посылку. Спасибо большое моей дочечке и моей свекрови. Как они мне хорошо помогают. Я не знаю вообще это. Анжела вот начистила, нарезала морковки на салат. Вот. Куда руками? Брокколи. Анжела, брокколи нужно сварить. Помыть ее и сварить нужно обязательно. А вот чеснок был, бабушка чистила. Бабушка мороженое. Сейчас Анжела вот режет на салат на Тбилиси. Ой, мои вы девочки хорошие. Дай Аллах вам здоровья. Так, девочки, здесь вот буряк. Все, картошка варится. Это на салаты. И на оливье, и на овощной салат. Так, это мне сейчас надо лук потерять. Анжела, мне этот лук надо на фарш срочно. Сейчас я стирку повешу на улице. А что? Я никак вот эту чашку накрыть чем-то вот этот и вынести, пускай в новом доме на холоде стоят. И все равно только вечером будем запекать. Людочки, давайте я вам сейчас расскажу о планете. Давай, мы слушаем. Хотя они сейчас... Туда отойди в сторону чуть-чуть, чтобы я хорошо... Давай. Мы очень внимательно слушаем. Прилетела метеорит на Луну, и Луна разлетела на разные стороны, не очень. Не может такого быть. Нижняя... Неправда. Этого быть не может. Осталась. Что случилось? Смотри, она вот самолет. смотри, как вот так разрезалась, и вот так, а другая нижняя осталась. Теперь что надо делать? Теперь теперь наша Земля похожа на Сатурн. Ай, Ты София. вот знаешь, что такое Сатурн? Что это? Была такая земля, там, где на ней летят золото, бриллианты Что ты несешь? и белая земля. Мам, ну что смешного? Это разве смешная история? Нет, это как бы далеко не смешная. Это прям так как бы печальненько. Хоть бы все было, надо молиться, чтобы все было хорошо. Все уже собираются уезжать Куда? в город. Там что, нету этого Сатурна? Со Сатурн, что Земля, Сатурн. И когда мы уже будем... Друзья, всем доброго времени суток еще раз. Ну вот, сегодня у нас пятница. Дождались мы вечера, и Мулла сообщил, что праздник у нас будет сегодня, то есть четверг, что праздник у нас будет завтра, то есть в пятницу. Просто у нас каждый год бывает сомнение. День раньше, день позже. И только вечером мы ждем, когда Луна появляется на небе. Там потом в Саудовской Аравии дают знать, в какой день точно праздник первый. 3 дня праздник, именно в какой день, в пятницу или в субботу, мы точно не могли знать. Поэтому так, до половины наготовили, знаете, и, как сказать, и оставили. Думаем, вдруг послезавтра праздник, думаем, чтобы свеженько потом приготовить. Я поздравляю от всей души всех мусульман с наступившим праздником, с окончанием священного месяца Рамадана. Я желаю всем счастья, здоровья, мирного неба над головой, чтобы не было войны, самое главное, чтобы было здоровье всем, и мусульманам, и не мусульманам. Всем желаю, чтобы не умирали люди, чтобы был мир над нашими головами, чтобы все было хорошо, насколько это, вообще возможно. Всех с праздником, счастья вам всем и здоровья. Друзья, не хотелось бы в такой праздник, знаете, говорить о грустном, и давала себе обещание, что я больше этого делать не буду. Но родственники попросили, и я не смогла отказать. Люди с нашего села, очень нужна помощь. Очень сильно заболел парень. Сейчас я вспышку уберу. Друзья, очень сильно заболел парень. У него рак 3-й стадии. Нужны деньги вот. Такая сумма огромная нужна. Вот посмотрите, пожалуйста.
حون ياليو دال سنغو بيك تقاجيب نحونا حقين وش كتابي حقين وش تباغابي أحقي أخمة ولا دال حون والي نحون شيقين هيد من عقيا إن أحسنتم لأنفسكم شو ديك خلاح شون شين دق شو خلاح إذا دق شون. А вот эта мать этого парня тоже, ну, она на чеченском, по-моему, говорит, ну, она просит помощи, вот, смотрите, девочки, карта, реквизиты, здесь все указано. Знаете, я давала себе обещание, что я больше не буду помогать, потому что пишут разные гадости, что я вот так собираю деньги, а сама себе строю на дом себе. И я обещала, что этим делом заниматься не буду, потому что когда ты людям делаешь добро, почему-то это все оборачивается тебе злом. Я не знаю, почему так. Не знаю, почему. Но в этот священный месяц, в этот день, пожалуйста, пожертвуйте кто чем может. Даже простые 100 рублей. Как говорится, с миру по нитке голому рубашка. Большая помощь. Человек заболел. Мы не знаем, что с нами завтра будет. Просят помощи. Душа разрывается. Просто очень-очень жалко. Дал маршал Дойл Визиндейл. Вот мама тоже говорит этого парня. Äärivelka melhyyksun. Där saaduiltas lilosti. Jesla dikkantuar. Sanumans vähän nähvähtyn täällä on darbaa diito. Reisalil där saaduiltas lilosti. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Экстренный сбор. Сумма сбора 10 миллионов рублей. Кадиров Беслан. Диагноз злокачественное новообразование неба, рак неба 3-й стадии. Беслану необходима срочная операция в Турции, но данная сумма непосильна семье. Давайте же ради Всевышнего совместными усилиями соберем необходимую сумму для Беслана и тем самым спасем его. В достоверном хадисе, приведенном имамом Муслимом, говорится: мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его, не оставит без помощи и не позволит, чтобы он оказался в трудном положении. Друзья, ну вот смотрите, мама говорит, что хороший такой парень, внезапно говорит так, нет, ну, это она всем падает, как с неба на голову, чем-то сильным бьет эта болезнь, очень сильно, коварная болезнь, но очень хорошо, что пока не 4-я стадия, что 3-я, сейчас врачи хорошие, и 3-я стадия все равно, даже есть люди, которые с 4-й вылечивались, будем надеяться, будем молить Аллаха, что все хорошо будет, чтобы он выздоровел. Ради Всевышнего Аллаха, пожалуйста, кто сколько может, 50 рублей, 100 рублей. Это будет большая помощь для семьи. 10 миллионов, девочки, это огромная сумма, огромная, друзья. Я ко всем обращаюсь, и к мусульманам, и к немусульманам. Я же опять-таки повторяю, обещала, что не буду я больше эти сборы делать, потому что пишут гадости, что вот так якобы я обманываю. Но ведь карта, все, это же не мое, когда оплату делают, вы же видите. И плюс люди, когда будут благодарить, я это видео тоже постараюсь, если они скинут, если они захотят скинуть, я это тоже выложу, где они говорят, что им пришли деньги, что они получают. Мне эти деньги не нужны ни в коем случае, даже думать об этом не стоит. Иншаллах, очень честный человек, мне чужой копейкой не нужен, тем более таким путем. Это кто так говорит, тот, наверное, такой человек, знаете, как говорится, если... Как говорится, если свекруха гуляющая, она невестке не верит. Вот это тот вариант как раз-таки. Мне ни в коем случае не нужно ничего чужой копейки. Тем более, когда такая болезнь страшная, которую я боюсь больше всего на свете. Сама тоже я сделала, иншаллах, перевод. Дал маршал Дойл Визиндейл Вохкудейл. Ради Аллаха прошу вас, помогите, кто чем может. И вам это все в 2-3 раза добрым делом вернется. Мы все под Богом ходим, под этим небом. С нами со всеми может в любой момент случиться хоть что угодно. Большое-большое спасибо. Дай Аллах вам всем здоровья. Девочки, ну, в общем, мы готовим. Это Анжела, какой у тебя салат? А сюда что ж фасоль, банку. Фасоли красная. Только что обязательно ее с банки, когда достать, промыть под краном. Вылить и промыть, потому что тебе сейчас слизь, холцун, да. И в чашку побольше, сюда не хватит. Этот кунжут тоже добавь сюда. Оливковое масло, где, Анжел? Оливковое масло неси. Да, фасоли. Так, я сейчас буду делать морковный салат. Мы уже брокколи отварили. Морковку натерла я. Да, Анжелика натерла. Это у нас и тут и на оливье, и на под шубой. Да, но под шубой будет без рыбы. Брокколи. Бери, хавай. Хаять. Ничего полезного. Так, нужно почистить чеснок сейчас.
Все сюда. Сейчас у меня здесь... Вот, давай, Висхан, тряпочки. А то пользуемся, продаем, а сами тряпки, нету тряпок. Это я поставила масло, девочки, жарить. Масло, стакан масла на корейский салат. Матя, масло не тот самый. Да, масло горит. Так, это у нас будет Тбилиси. Так, сейчас Анжела банку фасоли тоже. Лук мы замочили в уксусе с водичкой, с солью. Он у нас стоит, маринуется. Красный лук обязательно. Оливковое масло где? Я вчера за 250 рублей бутылку купила. Да, сюда я приправу все насыпала. Сейчас я буду... Так, Анжелик, сейчас что у тебя по плану? Что будешь делать? Все, сюда маслом залила, масло закипятила стакан. Приправы все, сейчас капитально все это перемешаю. Когда это все остынет, тогда добавлю уже брокколи. И еще хорошо раз перемешаю. Прям Анжела сварила, прям капитально. Вот этот момент Анжела уловила правильный, что были хрустящие. Как ты там сделала? С момента кипения еще 5 минут, да, они у тебя варились? Сначала у меня просто закипела просто вода. Просто, в кипящую воду, соленую, да, ты кинула. Минут 5 поварила. Потому что бывает момент, когда она квашню превращается. Вот этот момент нужно уловить, чтобы они хрустящие были. Да. Кипящую соленую воду. Да, минут 5. Угу. А потом холодную воду. Сразу под холодную воду, да. И поэтому они, правда, такие хрустящие прям, знаете. У нас еще зеленая есть брокколи. Заватый, давай. Да, так, уже сейчас черное почистить обязательно. Значит, сюда остается, на этот салат у нас остается лук, фасоль и оливковое масло. Посолить. Да, где-то цена, я помню, что 250 рублей. А, 280. Было же у нас оливка, но не закончилось. Крайне важно. Да. Момент. Обязательно. Анжела, возьми другую тарелку, в нее лук капитально отжимаешь, и только после этого. А в первую очередь ты промываешь фасоль, Анжела, дорогая моя. Делай, что мать говорит тебе. И ты будешь на верном пути. Няш и цецо. Сильно короткие. Куда я хотела? Может быть, это делать салат с грудинкой. Няш, знаете? Няш что тебя? Да. Ну да, нам того не надо. Что, хи пускать тебе, что? Это этим я няш, просто были. Кубиками? Огурчика чуть-чуть, да? Ну просто огурец в воду дает, я не люблю, как квашня становится. Может, утром огурца добавить? Огурец можно утром добавить, в принципе. Открыть? Да. Девочки, ну все. Брокколи. Потом, смотрите, какая ложка крутая. Это Софишка, подписчица, присылала. У нас уже все готово. Сейчас еще капитально, знаете, руками прям. Масло уже все остыло. Прям капитально руками помешаю. Вот классно. Анжела уже брокколи готов, да, Анжел? Ой, Тбилиси. Осталось сюда добавить только этот самый зелень, петрушку. Ну, по-хорошему идет кинза, но мы ее сегодня не нашли у нас на рынке. На рынке. Ну, вкусный салат получился, очень вкусный, девочки. Прям, знаете, такое. Хорошие такие вот эти миски. Как они хорошо выручают. Сейчас закроем крышками и все. И вот никто не залезет туда, никто ничего не случится. Уже 3 года этим крышкам. И они у меня не турецкие, кстати. Не турецкие. Уже им 3 года. Абсолютно с ними ничего не произошло. Абсолютно, вы видите. Хорошая вещь. Так. Яйца. 20 штук положила. Ну, тут на разные салаты. Надо сейчас отсюда достать грудинку. Перемыть посуду. Посуды собралось. Надо тут посмотреть, где здесь грудинка от курицы. Поставить варить на салат. Где-то здесь есть грудинка. Как его сейчас... Не догадались пораньше достать? Некогда было. Время отцу. Грудинка. В общем, сейчас будет видно. Друзья, Анжелика оливье вот крышит. Я котлетки жарю. Котлетки жарю. Налила себе бульона куриного. Думаю, выпью бульончика. Все
сразу достань, Анжела, на тарелку и положи. Горошек остался, огурцы, да? Со своего огорода огурчики. Все свое. А? Режу еще. Зачем много? Анжела, морковку даю, да морковь на зажарку, на манты, на тефтели. Мелко резать, пожарим морковку. Это что с корейского осталось? Меленько резать, подливу. На подливу пойдет очень даже. Так, я, девочки, котлетки жарю. Еще протушу их, конечно. Вот хорошо. Я уложила Софишку, искупали ее. Уложила, спать пошла. И сама немного, чуть-чуть придремала. А тут жизнь кипит. Тут салатик, да, Анжелочка? Что за салатик у нас сейчас ожидается? Нежный. Салат называется нежный, да. Да. Будет вкуснотеево, да? Значит, Анжел, это самое... А, ты уже открыла, да? В общем, все вместе. Фасоль красная, фасоль белая и кукуруза повыливай и обязательно сполосни. Сполосни под друшаком, под этим. И хорошо промой, чтобы она сбежала водичка хорошо. Сделай, ладно? Так, я пойду стирку повешу на улицу. И что мне сейчас делать? Ну, в принципе, что у нас остается? Можно будет натереть, да, этот салат овощной. Почистить чеснока, натереть это все. Вот, морковка, все. А их просто на 2 рыбы, Анжел. Вот эти есть? Да, мне еще надо пальчики свои закончить. Ты заканчивай свои пальчики, а я буду овощной салат делать. Давай, сейчас буду стирку повешу быстренько. Раз, сел. Всех целую. Друзья, я вас приветствую. Постелили только что постиранный палас. Вон чистый какой. Выстиранный, как новый. Все, сейчас будем все аккуратно ставить. Ну, задержались мы сегодня, прям задержались у нас. И этот самый... Ой, это концерт какой-то просто концерт. Сейчас все буду расставлять по местам. Красиво, да? Ваза смотрится. А, я обещала показать, что я еще купила. Там писали «Киса, красивая посуда». Так вот, я сейчас буду показывать, что я еще к этой посуде докупила. Девочки, у нас на улице уже вовсю светло. Посмотрите. Сейчас буду вам показывать. Девочки, покажу из покупок, что я купила еще. Вот такая огромная фрукница. Большая она прям огромная. И тортница. Это я после купила. Вы еще даже потом не видели. Когда я посуду показывала, у меня было... Что у меня было похоже? Та вещь, которая на окне лежит. Потом еще вот такую хлебницу купила. Вот такая вот, посмотрите. Ну, это не ножницы я показывала. Вазу. Этот у меня набор был. У меня
Сейчас была эта самая конфетница, а вазу и фруктницу я продала. Меня одна женщина заказала. Просто эти вещи сейчас не найти. Знаете, это ручная работа, их делают в Турции. И нету завоза. Почему? Потому что семья и вообще люди, которые этим делом занимались, у них много людей говорят, это мне сказали на рынке у нас, на оптовом, поставщики, что в их семье много людей погибло, вот, когда было землетрясение, и поэтому у них пока завод, это все не работает, это у них там ручная работа, как-то это все. Но я, вы знаете, я могу добиться, чего я хочу. Мне очень как бы тяжело досталось это. Ну, то есть, если сейчас где-то можно найти, то только старый завоз. Новых завозов нет, потому что не работает завод. У них случилась беда, и поэтому пока что, ну, вот так вот. Именно с вот этой вот продукцией, товаром. В общем, вот такая вот, девочки, фруктница. Франция. Французская. И тортница тоже. Франция. Да? Угу. И тортница. Это я вот вчера купила на рынке. Это я вперед купила всю эту посуду. А остальное... Так, у нас тут пальчики жарятся. Ну, сейчас, скажи точное время суток. А? Будь здорова. 4:57, ну 5 утра. Газовая печка грязная. Но мы помоем ее. Помоем. Палас какой чистенький. Видите, только постелили. Идеально чисто отстирался. Это салатница. Салфетница. Так что так, сейчас. Торт, кстати, я купила, да. Купила торт. Яркий. Все это вымытое у нас. Анжелика все вымыла сразу же. Это вот. Посуда Германия, а вот это Франция. А посуда Германия. Очень шикарный набор. Я мечтала о нем. Среди всей посуды ее очень много. Я пришла к выводу, что это лучше всех. Ну, я еще люблю такую посуду, как Охота из серии. Да, мне очень нравится тоже. Мадонна, вот Охота, там у них есть зеленый цвет и красный. Это я в новый дом тоже буду брать, потому что менять посуду будем, конечно. Пока показываю я все, что из этого набора, все, что я собрала. То набор целый, девочки, вот именно в наборе, что было, потому что спрашивали, писали. Это вот 2 солянки, вот такая вот салатница. Да, вот такая салатница. Но это на 6 персон. Вот такие 3 пиалы. 6 таких вот. Но это дорогая посуда. Это именно дорогая. Она есть чуть подешевле, девочки. Из этой же серии она есть подешевле. Но я, так как я с таким намерением, что
в новый дом я это буду тоже забирать. Я сейчас попользуюсь с ней, и мы их в коробке на место, и уже потом я здесь вот не буду ним пользоваться. Это туда, в новый дом. Вот. И там будем мы пользоваться. Хотела немножко расставить. Может, да, я Анжел. Вот эти вот. Отсюда тоже это все. Вот это вот убирай. Это повседневно, которые мы каждый день пользуемся. Они чистые, вон их. Здесь тоже надо потереть. Печка у нас грязная очень. А? Что где? Их переезжай, потом протушим. Неудобно одной рукой телефон держать и снимать. Очень неудобно. Зубочистка, конечно. Не могу переворачивать, друзья. Ну, вообще вы поняли. Скользит рука одной рукой. Плохо переворачивает. А Анжелика мне замечание сделала. Говорит, ты... Ну, что, Анжела, колхоз. Я чуть тише газ сделать, уже не прибирает. Тише сделай газ. Девочки, я еще хотела показать. Кто думает, что я не все показала, по-моему. Вот за 6400 со скидками Versace. Вот такой вот набор купила. Бокалы. 6 бокалов и графин. Все такое под цвет, знаете. Ну и без почвы. Единственное, знаете, что я сглупила? Что я сделала? Это в 2 тарелках же у меня в таких салат, но я хотела, чтобы одинаковая была посуда. А теперь на сервировку стола мне как бы не хватает. Поэтому нужно иметь 12 предметов. Ну, еще таких 6 я докуплю тогда. 12 предметов нужно иметь, а не 6. И теперь на ту сторону мне не так уж хватает. Ходи, Анжел, на самом. А? А, туда еще самый. А самый где даешь? Анжел, поправил обои, хочу поправить. А? Вот здесь, видите, здесь приборы у меня стоят. Ну, здесь вот так вот. Ну, сейчас салфетки все. Вообще салфетки, не знаю, стоит ли ложить сюда. Салфетницу я поставила с салфеткой. Ну, каждую салфеточку и вилочку положить, да, думаю? Просто я не хотела никакие цветные, мне хотелось чисто белые. Не нравятся мне эти цветные, все это так, колхоз какой-то. Я думала, может, ну, вот этот салатник, там, такой оливье чем-нибудь можно, или морковный салат, там, допустим, да, это еще мы что-то сообразим. В такие салатницы тоже можно ложить, покласть, там, когда будут кушать, там, чтобы, ну, по чуть-чуть приносить, или в таких, там, например, да, оливье и нежный салат, там, ну, разные, короче. В общем, девочки, потрудились на славу, просто на славу. Сказать, что устали, это вообще ничего не сказать. Совершенно ничего не сказать. Я просто реально, в прямом смысле этого слова, ни рук, ни ног не чувствую. Вот честно.
Еще тюли постирали. Повесили чисто. Ну, пахнут. Я гранулу кинула, девочки. Запах такой идет. Прям на весь дом. Такая чистота, запах, да? А палас как новый, реально. Вот как новый купили. До такой степени тоже пахнет хорошо очень. И чистенький, видите? Духовку доставлю сейчас окорочка. Хочу запекать. Здесь я так кое-что уже так раскладываю. Ну, еще не все, ну так начинаю уже. Конфетки. Вот. Ну, можно было сюда под шубой. Почему я сюда под шубой не сделал? Ну, вот скажите мне. Ну, вот как можно вот так вот, да? Ну, вот так вот. Как хотите, но я так сделала. Вот так закрывается. Я наложила, правда, поклала много сюда этих. Тут-то ничего, у тех много. Ну ничего. Я просто хотела сказать девочке, что эту вещь, вот это, фруктница, тортница, ну, бокалы, само собой. Вот такая штучка, минажница. Это я докупала. Его в наборе не было. Как она мне нравится. Красиво, да, смотрится? И хлебница тоже хорошая. Ну, тарелки вообще бомба. Сервис, девочки, заказывайте, покупайте. Я не знаю, вы видите, я сомневалась. Я настолько много посуды, я не знала, как лучше. Какую лучше. Ну, вот это будет всегда в моде. Это никогда не надоест, эта посуда. Никогда. Попользуемся сейчас. Все в свои коробки. Я сам аккуратно поскладывала, отнес в новый дом. Все вытрем, все аккуратно, как будто новое, и все на место. У нас есть чем пользоваться. Ну, мне минажница вообще нравится. Цветочком. То, что она цветочком сделана. И мне нравится больше всего палас и то, что шторы пахнут чистые.